Карачаево-балкарская сказка «Как Сосурук добыл огонь для нартов» читает заслуженный работник культуры России и Республики Осетия Хамзат Урусов. В древние времена нарты зажигали огонь так. Они вырывали с корнем огромное сухое дерево и поджигали его, поднеся к солнцу, или разводили костер, сбив стрелой с неба звезду. Вот в те времена, в одну из суровых зим, все мужчины страны нартов отправились в поход. Узнав, что в стране нартов остались только беспомощные старики, женщины и дети, эмигены напали на нартские аулы. Съев много людей и животных, они разрушили жилища нартов и ушли, потушив их очаги. И когда нартские батыры вернулись из похода, они увидели, что в стране нартов нет огня, и что оставшиеся в живых нарты умирают от холода. Эмигены знали, что у нартов не осталось огня, и чтобы нарты не развели огонь от солнца или звезды, они подняли такой буран, что, казалось, он сметет с лица земли страну нартов. И тогда нарты собрались на совет. «У нас нет другого выхода, как украсть у эмигенов огонь», — сказала Сатанай. «А это, кроме юного Сосурука, никто не может сделать». И тогда нарт Сосурук отправился в дорогу. Когда он доскакал до мест, где жили эмигены, увидел дым, который валил из пещеры, где жил один из них. Сосурука без страха въехал в пещеру эмигена, увидел эмигена, который спал, свернувшись вокруг большого костра. Сосурука решил украсть огонь, не разбудив эмигена. Но когда Сосурук, выхватив из костра горящую головню и хотел выскочить наружу, с головни упал уголек и попал в единственный глаз эмигена. Эмиген проснулся и схватил Сосурука и его коня. «Кто ты? Что ты тут делаешь?» – спросил он. «Я из страны нартов, за огнем пришел», – ответил Сосурука. «А ты знаешь нарта Сосурука?» – спросил эмиген. «Знаю», – ответил Сосурука. «А игры его знаешь?» «Конечно, знаю». «Ну, тогда научи меня его играм». Тогда Сосурука решил убить эмигена и добыть огонь для нартов. Сосурука говорит эмигену: «Дай мне большой лом. Потом встань вот под этой скалой и отбивай головой камни, которые я обрушу на тебя со скалы. Вот это и будет одной из игр Сосурука». Сосурук взял железный лом, поднялся на скалу и стал сбрасывать оттуда вниз огромные камни. Эмиген же, стоя внизу, все эти камни отбивал головой с такой силой, что они перелетали через скалу. Это даже испугало Сосурука. Сосурука понял, что так он не осилит эмигена, и придумал другую игру, и сказал: «Вторая игра. Сосурука – это замораживание озера. Ты залезь в озеро». А потом эмиген, когда залез в озеро, Сосурука попросил богов и заморозил озеро так крепко, что эмиген не смог разломать лед. И когда Сосурук понял, что эмиген не сможет оттуда выбраться, он спросил: «Ну что, отрубить тебе голову?» «Нарт Сосурук – это я». Эмиген ответил: «Да, еще когда ты взял у меня железный лом и поднимался на вершину скалы, чтобы обрушить на меня камни, я, глядя тебе вслед, заподозрил, что ты Сосурук, потому что я слышал, что у тебя ноги кривые. Твой меч не возьмет мою говорящую голову. Ты пойди в мою пещеру, возьми мой меч и принеси его, и отруби ее им». Сосурука вошел в пещеру, и эмиген увидел его меч. «А может быть, в этом мече заключено какое-нибудь коварство эмигена», – подумал Сосурук, и не стал брать меч в руки, а дотронулся до него палкой. В ту же секунду меч громко звякнул, отскочил и перерубил железный опорный столб, упал на землю. Тогда Сосурук взял меч в руки, пошел и снес эмигену голову. А эмиген перед тем, как Сосурук отрубил ему голову, сказал: «Ну, теперь ты, конечно, убьешь меня. Однако, после того, как снесешь мою голову, вытащи мой спинной мозг. Он тебе пригодится везде и во всех твоих делах». Сосурук снес голову, вытащил спинной мозг эмигена, но подумал: а зачем это мне он посоветовал? Может, это тоже очередное его коварство? Взял и повесил спинной мозг на ветку огромного дерева. Этот спинной мозг быстро обвился вокруг дерева и как меч перерезал его. Конечно же, Эмиген, зная об этом, хотел погубить Сосурука.
Сосурук завладел пещерой Эмигена, взял огонь, принес его в страну нартов и спас замерзающих нартов от смерти. Через несколько дней он вместе с 4 нартами поехал в пещеру Эмигена, забрал все его богатства и привез их нартам.